Ваше здоровье улучшится, и неожиданные благословения, по моей милости, войдут в вашу жизнь. Чудеса и божественная благосклонность уже на горизонте и приближаются к вашему порогу. Если ваша вера в Бога горит ярким пламенем, покажите свою веру, нажав кнопку «Мне нравится» на этом видео. Боль, горе и бессонные ночи, омрачавшие ваш путь, скоро закончатся. Я подарю вам все, чего вы ждали и о чем молились: любовь, крепкое здоровье и такое процветание, какого вы никогда не могли себе представить. Если ваше доверие к Богу непоколебимо, напишите 111. Ваша связь с Домом Божьим передала вам небесное послание. Если вы верите в защитную и направляющую руку Дома Божьего, подпишитесь на наш канал. До наступления этих выходных приготовьтесь стать свидетелями необычных и неожиданных преобразований в вашей работе, финансах, здоровье и отношениях. Бог принесет в вашу жизнь исцеление, обеспечение, защиту и божественное руководство, но для того, чтобы получить эти судьбоносные благословения, необходимо досмотреть это видео до конца. Всегда помните, дорогие, что вы наделены необыкновенной способностью привнести в жизнь своей семьи безграничное здоровье, богатство и успех. Вы обладаете силой, способной навсегда изменить обстоятельства жизни вашей семьи. Приготовьтесь принять беспрецедентный поток Божьего изобилия, который приведет вас в трепет и вечную благодарность. Напишите 1010, чтобы обозначить свою готовность принять его. Господь объявил, что следующий месяц сулит вам необыкновенные перспективы. Я превращу вашу жизнь в гобелен, сотканный из нитей счастья, исцеления и успеха. Бог заменит ваши слезы безудержной радостью. Ваши молитвы, дорогие мои, исполняются в данный момент. В 2023 году вы станете свидетелем значительных перемен, прорывов и чудес. Я молюсь о том, чтобы ваш банковский счет вырос до пределов ваших самых смелых мечтаний и чтобы все ваши счета были оплачены заранее. Примите этот сезон успеха и финансовой свободы, который наступил в вашей жизни. В ближайшие 24 часа на вас посыплются неожиданные финансовые благословения. Верьте в мои обещания, и вы станете свидетелем того, как в вашей жизни начнут происходить чудеса. Повторяйте за мной: в 2023 году Бог благословит меня, исцелит меня, обеспечит меня, защитит меня и направит меня. Сегодня я готов принять изобилие любви, исцеления и благословений, которые я по праву заслуживаю. Вся моя семья испытает исцеление, и мы получим финансовые чудеса именно тогда, когда они нам больше всего нужны. Аминь, чтобы подтвердить это. Бог провозглашает, что вы вступаете в сезон благословений и чудес. Этот сезон не ограничивается обстоятельствами, ограничениями или прошлыми неудачами. Это время изобилия финансов, бесконечного мира и божественной помощи. В ближайшие месяцы ваша любовная жизнь, духовный путь и финансовое благополучие превзойдут ваши самые смелые ожидания. Вы находитесь на пути к процветанию, успеху, счастью и здоровью. Я, всемогущий Бог, Создатель всего сущего, всегда буду стоять рядом с вами от начала и до конца.
Бог разрушает все негативные шаблоны в вашей жизни и ведет вас в новый сезон свободы, процветания и силы. Он изгонит из вашей жизни все тревоги, страхи, стрессы и боль, заменив их глубоким миром, безграничной любовью, исцелением и благословениями. Напишите 1212, если вы верите в это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Я тот, кто создал небо, землю, воды, горы, солнце и звезды, украшающие ваше ночное небо. Всегда помните, что я ваш постоянный проводник, источник утешения и защитник. Ты занимаешь особое место в моем сердце, и я люблю тебя беззаветно. Сегодня Бог готов изменить вашу жизнь к лучшему. Он заменит вашу печаль счастьем и вознесет вас от недостатка к изобилию. Приготовьтесь к великолепному времени, наполненному чудесами, победами и прорывами. Бог воплотит в жизнь все, что Он задумал в вашей жизни. Период ожидания перерастет в нечто необыкновенное. Бог наполнит ваше сердце новой волной радости. Именно в этот момент Божья благость удивит вас и поддержит ваши молитвы. Еще до окончания этого месяца ваши прошения будут услышаны. Бог даст вам бесчисленное количество поводов для радости. В вашей жизни намечаются хорошие события. Ваше финансовое положение улучшится, а исцеление и чудеса произойдут именно тогда, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Я превращу вашу боль в силу, ваши страхи в непоколебимую сосредоточенность, а ваши трудности в непоколебимую решимость. Даже когда враг будет пытаться причинить вам вред, я обращу это в вашу пользу. Доверьтесь мне, ибо у меня есть невероятный план для вашей жизни. Бог переполнен милосердием и прощает каждую ошибку. Он восстановит вас после каждой неудачи, даст вам новое начало после каждого поражения и поднимет вас после каждой неудачи. Обещания, которые Он дал вам, все еще в пути. Напишите 222, если вы верите. Господь передает эту мудрость. Помните, что самые важные отношения, которые вы можете построить, это отношения с моим Сыном, Иисусом. Он – ваш Спаситель, Искупитель и верный спутник. Во времена отчаяния Он принесет исцеление и утешение. Даже в самые темные моменты Его руководство будет освещать ваш путь. Положитесь на Него, и Он никогда не подведет вас. Давайте вместе произнесем эти слова. «Дорогой, Господь, я выбираю Тебя. Я отдаюсь Тебе. Я принимаю Твое прощение. Я приглашаю Тебя стать центром моей жизни как моего Спасителя и Господа». Вступая в новую главу своей жизни, помните, что это сезон изобилия. Успех будет следовать за успехом, победа за победой, прогресс за прогрессом. Вы перейдете от чувства переполненности к удовлетворению во всех сферах своей жизни. Ваша история развивается, и вы начнете испытывать удачу и везение. Добро пожаловать в эту новую главу, этап, полный безграничных возможностей. В ваших силах полностью изменить свою жизнь, преодолеть финансовые трудности и достичь богатства и изобилия. Оставь позади свои заботы и печали, ибо я заменю их радостью и процветанием.
Возможно, вы сталкивались с финансовыми трудностями или терпели убытки, но я уверяю вас, что каждый потраченный доллар вернется к вам приумноженным. Ваш бизнес, карьера или работа будут процветать, а ваше финансовое благосостояние достигнет значительного подъема. Напишите 333, если вы нуждаетесь в этом благословении. Господь Иисус наставляет: «Верь в Меня, возлюбленный, и узришь чудеса, которые я привнесу в твою жизнь». Приготовьтесь к изобилию финансового успеха, любви и самореализации. Ваши благословения умножатся, и я осыплю вас своей благосклонностью. Даже когда обстоятельства покажутся непреодолимыми, я создам для вас возможности, которые невозможно будет отнять. Ваши самые сокровенные желания будут исполнены. Знайте, что я благосклонный и сострадательный Бог, а не тот, кто стремится наказать. Моя цель – не судить и не осуждать, а даровать любовь и прощение. Я послал своего единственного Сына, Иисуса Христа, чтобы Он принес себя в жертву на кресте за ваши грехи и даровал вам вечную жизнь. Горести, которые когда-то вызывали слезы на ваших глазах, скоро рассеются. Моя любовь и благословение заменят боль и печаль, принеся с собой счастье, смех и любовь. Пусть мои слова об исцелении, восстановлении и мире принесут вам утешение и надежду. В вашей жизни грядут великие свершения, не требующие тяжелого труда и борьбы. Деньги будут притекать к вам легко и естественно, притягивая богатство, как магнит. Примите это благословение и наслаждайтесь изобилием, которое оно приносит. Знайте, что я здесь для того, чтобы исцелить вас, облегчить любую боль, физическую, эмоциональную или духовную. Я хочу принести вам мир и утешение. Я готов открыть двери, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Я источник вашей силы в минуты слабости, исцелитель ваших недугов, восстановитель мира и любви, когда вы чувствуете себя потерянным. У меня есть для вас сюрпризы, заранее разработанный план вашего освобождения, процветания и благополучия. Этот план хорош, приятен и совершенен. Напишите 555, чтобы принять его. Бог заверяет вас, что даст надежду на ваше будущее, заставит вас сиять как звезда и одарит благословениями всех, кто вас окружает. Он принесет славу своему имени и приблизит вас к себе. Будьте уверены, что ваше здоровье, отношения и финансы будут восстановлены. Доверьтесь мне и осознайте, что я неустанно работаю в вашу пользу, чтобы совершить необходимые вам прорывы. В трудные времена вспомните вдохновляющую историю о Давиде и Голиафе. Давиду не нужно было выяснять силу Голиафа, потому что он уже понял, насколько велика моя сила. Ничто из того, с чем вы столкнетесь, не сможет победить меня, и никакое препятствие не будет непреодолимым в моем присутствии. В течение этой недели ожидайте улучшения здоровья, работы, бизнеса, отношений и финансов. Бог готов устроить необыкновенные события в вашей жизни. Когда мы признаем Бога нашим царем, а себя Его детьми, становится очевидным, почему Христос провозгласил, что мы наследуем Царство Божие, происходя из знатного рода, независимо от испытаний, которые может принести этот уикенд.
Всегда помните, что Бог превосходит всех. Вы можете столкнуться с трудностями, но помните, что нужно больше доверять силе Бога, чем своей собственной. Когда вы почувствуете себя подавленным, предайте свои заботы, сомнения и страхи Богу, потому что Его руки более чем способны удержать их. На вашем пути произойдет переход от арендатора к владельцу, от работника к работодателю, от заемщика к кредитору, от боли к цели, от невостребованности к востребованности. Чтобы получить это преображение, напишите 777. Бог заверяет, что эти выходные будут полны хороших новостей, благословений, роста, новых возможностей, продуктивности, позитива, ответов, исцеления, любви и Его благосклонности. Восстановление, новые начинания, прогресс и победа уже на горизонте. Помните, что боль приходящая, а радость длится вечно. Несмотря на завтрашние трудности, величие Бога преобладает, неустанно работая в вашу пользу, даже когда вы отдыхаете. Я с вами, и я буду защищать вас, куда бы вы ни пошли. Я не оставлю тебя, пока не исполню все обещания, которые дал тебе. Бог царствует как величайший царь и высочайший Господь, не имеющий себе равных в силе и власти, правящий всем творением. Давайте помолимся вместе. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты постоянно побуждаешь меня преодолевать и оставлять позади все, что меня сдерживает. Помоги мне противостоять моим трудностям. Я искренне верю, что с Твоей помощью я смогу преодолеть любую ситуацию и выйти победителем. Сегодня, когда мы выходим на улицу, я прошу у Тебя защиты и благословения. Я молюсь о безопасности наших детей в школе и о том, чтобы мы были в безопасности на наших путях. Пусть благословение, исцеление, новые возможности и прогресс придут к нам во имя Иисуса. Аминь. В ближайшие дни я буду помогать вам в восстановлении здоровья, отношений и финансов. Возможно, возникли проблемы с физическим или эмоциональным состоянием, но я, как опытный врач, могу принести вам полное исцеление. Я верну вам силы, душевный покой и энтузиазм, и вы сможете жить яркой и содержательной жизнью. Приготовьтесь к восхитительному ливню Божьих благословений, оставаясь на связи с Его присутствием и неукоснительно следуя Его руководству. Эта неделя будет переполнена благословениями, как никогда раньше. Если вы почувствовали разочарование, вас ждет чудесный и преображающий подарок. Напишите 9,99, чтобы подтвердить это. Сегодня, по словам Бога, ваше сердце переполнится счастьем, привязанностью и чувством цели. Вскоре вы будете смеяться и получать фантастические новости. Бог заменит вашу печаль радостью, и молитвы, которыми вы делились, будут услышаны прямо сейчас. 2023 год принесет удивительные перемены, достижения и чудеса. Это время новых возможностей и новых начинаний. Святой Дух пребывает внутри вас, направляя, наделяя силой и преображая, чтобы вы отражали качество Христа. Вы имеете доступ к изобилию небесных сокровищ, Божьим обетованиям и благословениям спасения. Вы не просто побежденный или выживший, вы соединены со Христом, являетесь спутником Бога, получаете Его благодать и свидетельствуете об истине.
Скажите вслух: когда я одинок, Бог утешает меня. Когда я ничто, Бог все для меня. Когда мне грустно и одиноко, Бог моя песня и моя радость. Когда я слаб и беспомощен, Бог моя сила. Небесный Отец, благодарю Тебя за благословения, которые изменят мою жизнь и которые еще только предстоят. Я верю, что у Тебя есть великие планы на мое будущее. Во имя Иисуса я отдаю Тебе все свои разум, волю и эмоции. Я обязуюсь помогать всем, кто желает выздороветь и улучшить свое состояние. Ни одна болезнь или проблема не является для меня слишком сложной. Напишите 22, 22, если вы верите. Иисус сказал: «Перестаньте беспокоиться о себе и живите для Меня». Он заменит ваш страх уверенностью и проведет вас через трудные времена. Сегодня ночью, когда вы будете спать, Бог подарит чудо, о котором вы молились, судьбоносный момент, который заставит вас почувствовать себя лучше. 2021 год может удивить вас, 2022 год может утомить, но в 2023 году Бог поднимет вас, исцелит, благословит и проявит к вам благосклонность. Перед вами разворачивается значительное финансовое чудо, способное превратить вашу ситуацию из бедности в богатство. Верьте в эти обещания, дорогие мои, и вы станете свидетелями удивительных событий, происходящих в вашей жизни. Приготовьтесь к большому успеху, любви и изобилию. В этом великолепном гобелене бытия, где Божьи обещания – это золотые нити, мы находимся на пороге новой захватывающей дух главы. Вступая в рассвет нового дня, давайте помнить, что каждый восход солнца несет в себе уверенность в неизменной Божьей любви и руководстве. Представьте себе сад веры, где посеянные вами семена надежды вскоре расцветут буйством красок и ароматов. Ваши молитвы, как сладчайшие мелодии, достигли ушей Божественного, и ответы, которые вы ищете, уже в пути. Делая каждый шаг вперед, знайте, что вы идете по стопам цели, превосходящей вашу собственную. Напишите 2023 как символ предвкушения чудес, которые готовит этот год. Это год, в котором ваша вера и Божья благодать переплетутся и создадут шедевр благословений. В тихие минуты своего дня позвольте своему сердцу вступить в резонанс с шепотом Святого Духа. Именно в этом священном общении вы откроете свое истинное «Я», отражение любви и сострадания Христа. Идя по жизни, помните, что вы – маяк света, источник вдохновения и вместилище безграничной Божьей благодати. Произнесите эти слова с убеждением: «Я – сосуд Божьей любви, маяк Его света и вестник Его истины». В каждом испытании и победе Его присутствие поддерживает меня. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за путешествие, в которое мы вступили, наполненное божественным смыслом и непоколебимой верой. Идя вперед, мы просим у Тебя мудрости, чтобы различать Твой путь, и мужества, чтобы следовать Ему. Благословите наши начинания и направьте наши шаги, чтобы мы могли стать орудиями Вашей любви и благодати в этом мире. В тишине ночи, когда над головой мерцают звезды, знайте, что Бог творит чудеса от Вашего имени. Ваши мечты, подобно падающим звездам, проносятся по полотну Вселенной,
оставляя за собой следы надежды и чудес. Верьте, что рука Бога действует, формируя вашу судьбу так, как вы еще не можете себе представить. Принимая обещания этого года, давайте объединимся в вере, зная, что вместе мы – сила любви и преображения. Гобелен нашей жизни, переплетенный с Божьими обетованиями, это создаваемый шедевр, и каждый день – это мазок божественной благодати на полотне нашей души. Поэтому, мои дорогие друзья, вступая в дни и ночи 2023 года, делайте это с сердцем, полным надежды, глазами, открытыми к красоте Божьего творения и духом непоколебимой веры. Приключения продолжаются, и лучшие еще впереди. В этой грандиозной симфонии бытия 2023 год разворачивается перед нами как величественная крещендо, кульминация божественного замысла и безграничных возможностей. Вступая в Новый год, давайте помнить, что каждый момент – это нота в симфонии нашей жизни, а Бог – композитор этой прекрасной мелодии. Представьте себе сад веры, где семена надежды пустили корни, и цветы ваших молитв расцветают яркими красками. Ваша вера и настойчивость не остались незамеченными, они были собраны в благоухающие букеты в саду Божьего сердца. Каждый лепесток рассказывает историю вашего непоколебимого доверия, а каждый аромат свидетельствует о вашей неприходящей надежде. Напишите 2023 как указатель на этом пути ожиданий, как заявление о том, что вы готовы принять благословения и чудеса, которые готовит этот год. В тишине своей души позвольте шепоту Святого Духа направлять вас, как легкий ветерок. Вы – сосуд Божьей любви, маяк Его света и живое свидетельство Его безграничной благодати. Пусть ваши поступки будут отражением любви и сострадания Христа, живущего в вас. Смело произносите эти слова: «Я – сосуд Божьей любви, маяк Его света и вестник Его истины». В каждом испытании и в каждой победе Его присутствие поддерживает меня. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за путешествие, в котором мы находимся, путешествие, наполненное целью и верой. Даруй нам мудрость, чтобы различать Твой путь, и мужество, чтобы идти по нему. Благословите наши усилия и направьте наши шаги, чтобы мы могли стать орудиями Вашей любви и благодати в этом мире. В тишине ночи, когда звезды украшают бархатное небо, помните, что Бог вплетает чудеса в ткань вашей жизни. Ваши мечты подобны созвездиям, каждая из которых – уникальный узор в гобелене вашей судьбы. Доверьтесь божественной руке Бога, которая формирует вашу жизнь так, как невозможно представить. Принимая обещания этого года, давайте будем вместе верить, зная, что все вместе мы – сила любви и преображения. Гобелен нашей жизни, сотканный золотыми нитями Божьих обетований, это шедевр, и каждый день добавляет новый мазок божественной благодати на полотно нашей души. Так что, мои дорогие спутники в этом путешествии, вступая в бескрайние просторы 2023 года, делайте это с сердцами, полными надежды, глазами, открытыми для красоты Божьего творения, и духом, укрепленным непоколебимой верой. Приключения продолжаются, и лучшие еще впереди. Вместе мы будем танцевать в ритме Божьей любви, создавая симфонию благодати, которая будет звучать в вечности.
Чудеса, благословения и достижения заставят вас поразиться невероятной силе и любви, исходящей от Бога. Помните, что самые важные отношения у вас могут быть только с моим Сыном Иисусом. Он – ваш Спаситель, Искупитель и Друг. В минуты печали Он исцелит ваше разбитое сердце и даст утешение. Сейчас для вас наступил момент преодоления, больше никаких потерь, долгов и разочарований. Вы вступаете в период, когда ваши молитвы будут услышаны, а на вашем пути появятся бесконечные благословения и чудеса. Приготовьтесь к сезону роста, который положительно повлияет на все сферы вашей жизни – финансовую, умственную, физическую и духовную. Бог вот-вот откроет дверь, о которой вы так горячо молились. Следующие 7 дней будут необыкновенными, и вы вступите в сезон, наполненный счастьем, любовью и гармонией. Напишите 3,33, если вам это было нужно. Господь Иисус говорит: «Я восстановлю ваше здоровье, улучшу ваши отношения и пополню ваши финансы». Доверьтесь мне и верьте, что я Бог, который может все исправить. Если в последнее время вы столкнулись с денежными проблемами, повторяйте за мной: «Я благодарен за те деньги, которые у меня уже есть, и открыт для получения новых». У меня будет так много денег, что мой банковский счет переполнится. На этой неделе я привлеку огромное финансовое изобилие, которое решит все мои денежные проблемы. Верьте, что я открываю для вас двери, которые никто не сможет закрыть. Я слышал ваши молитвы и видел ваши слезы. Сейчас для вас настало время получить чудеса и благословения в грандиозном виде. Подобно тому, как зима сменяется весной, даже в трудные времена верьте, что наступят лучшие времена. Вы вступаете в сезон успеха, когда все будет складываться для вас наилучшим образом. Помните, что каждый день приносит новые благословения от Бога. Не унывайте из-за плохого дня, а радуйтесь, зная, что завтра будет новый день с новыми возможностями для благословений. Давайте вместе помолимся и попросим Бога забрать нашу боль, заботы и проблемы и заменить их здоровьем, счастьем и миром. Напишите 555, чтобы заявить об этом. Иисус говорит, что Он защитит нас от известных и неизвестных опасностей и предотвратит любые злые планы против нас. Завтра произойдет нечто необыкновенное, что сметет все ваши печали и тревоги, наполнит вашу жизнь радостью и благословениями, каких еще никогда не было. Всемогущий Бог рядом с вами, готовый сражаться за вас и даровать вам победу над врагами. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за божественную мудрость и понимание, которыми Ты щедро одариваешь нас. Эта мудрость не похожа на мирские знания или мудрость власть имущих, это таинственная и сокровенная мудрость от Бога. Люди, не знающие Тебя, не могут постичь ее, но через Твой Дух Ты открываешь ее нам. Мы благодарны за то, что Твой Дух открывает нам Твои глубокие мысли и мудрость. Спасибо, что благословил нас разумом Христа. Аминь. С тяжелым сердцем, со слезами на глазах вы пришли ко мне и сказали, что потеряли все силы. Удрученный, ты хотел уснуть, думая, что не получишь от меня ответа. Но сегодня, как истинное солнце,
восходящее, чтобы осветить мир, я пришел сам, чтобы сказать тебе, что когда ты взываешь ко мне, я слышу тебя. Почувствуйте мир, который я поселяю в вашем разуме, пусть ваш дух оживет. Прислушайтесь к чуду, о котором вы просили, а оно будет вам дано. Меня не беспокоит, что вы плачете. Я хочу, чтобы вы излили свои чувства и рассказали мне обо всем, что вы испытываете. Освободись от всех тех тягот, которые давят тебя в тайне. Я хочу снять ту тяжелую ношу, которую вы так долго несли на своих плечах, те вещи, которые вы храните и не хотите отпускать, потому что они вас тяготят. И чтобы жизнь твоя была счастливой. Но я понимаю, что все пережитое вами наложило свой отпечаток, и вам трудно поверить в меня, особенно после неожиданной, жестокой и болезненной новости, которая обрушилась на вас недавно. Вы не виноваты, перестаньте себя мучить. Сегодня я пришел с любовью убедить вас в том, что вы обретете счастье здесь, со мной, если раз и навсегда решите с верой отдать мне свои трудности и заботы. Совершенно очевидно, что вы не можете справиться со всем. Удары врагов жестоки, они хотят, чтобы вы споткнулись и упали в грязь. Но я хочу поднять вас и избавить от тяжелого бремени и дурных воспоминаний, которые вас мучают. Мое дорогое дитя, когда ты изливаешь передо мной свое сердце и душу, знай, что я здесь, чтобы выслушать, утешить и исцелить. Твоя боль, твоя печаль, твое бремя, они не слишком тяжелы для меня. Я Бог всякого утешения, и я здесь, чтобы утереть ваши слезы и заменить их слезами радости. В минуты слабости, когда мир кажется слишком суровым и неумолимым, я хочу, чтобы вы знали, вы не одиноки. Я иду рядом с вами, направляя ваши шаги и ведя вас к светлому завтра. Даже когда вам кажется, что вы не видите пути вперед, верьте, что я — свет, который пронзает тьму. Я понимаю, что жизнь бросает тебе вызовы, которые пошатнули твою веру и испытали твою стойкость. Но помни, дитя мое, что я — Бог восстановления. Как я и обещал в своем слове, я восстановлю твое здоровье, твои отношения и твои финансы. Верь в мои обещания, ибо они непоколебимы. Ваши финансовые трудности, переживания по поводу долгов и чувство утраты не будут определять ваше будущее. Я открываю для вас двери, которые никто не сможет закрыть. Ваши молитвы достигли моих ушей, и я отвечаю на них благословениями и чудесами, которые превзойдут ваши самые смелые мечты. Приготовьте свое сердце, чтобы принять изобилие, которое придет к вам. Когда тяжесть мира давит на вас, и кажется, что вы едва можете стоять на ногах, знайте, что я — ваша сила. Я подниму вас и пронесу через бурю. Враги могут замышлять против вас, но я ваш защитник, и я укрою вас от бед. В условиях неопределенности и боли помните, что моя мудрость превосходит всякое разумение. Я дал вам разум Христа, божественную мудрость, которая будет направлять ваши решения и прояснять ваш путь. Доверьтесь этой мудрости, ибо она — мой дар вам. Мое возлюбленное дитя, не зацикливайся на прошлом и на той боли, которую ты пережил. Отпусти свои тяготы мне, и я заменю их миром, радостью и счастьем.
Возможно, твой путь был наполнен трудностями, но я здесь, чтобы привести тебя в сезон счастья и гармонии. Читая эти слова, знайте, что это не просто текст, а послание моего сердца к вашему. Я всегда рядом с вами, готов выслушать, исцелить и благословить. Примите надежду, которую я даю, потому что в самые темные моменты я – свет, который поведет вас к жизни, полной счастья и удовлетворения. Мое дорогое дитя, когда ты читаешь эти слова, позволь им глубоко проникнуть в твою душу. Почувствуй тепло моей любви, окружающей тебя, и знай, что я всегда рядом с тобой, иду с тобой по каждому мгновению твоего жизненного пути. В гобелене вашей жизни были моменты радости, печали, триумфа и поражения. Каждая нить, сплетенная воедино, создает уникальную и прекрасную историю, которая принадлежит только вам. Даже в самые мрачные времена помните, что я – автор вашей истории, и я пишу рассказ об искуплении, восстановлении и победе. Наберите 1111, чтобы получить мое благословение. Бремя, которое вы несете, шрамы, которые вы носите, они не определяют вас. Это лишь ступеньки на пути к светлому будущему. Я хочу, чтобы вы освободились от тяжелого бремени, которое так долго тяготило вас. Положите их к моим ногам, и я понесу их за вас. Я обменяю вашу боль на мир, вашу печаль на радость, а ваше отчаяние на надежду. Вступая на этот путь веры и сдачи, знайте, что у меня есть планы для вас, планы процветания, а не зла, планы дать вам надежду и будущее. Ваше будущее не определяется вашим прошлым, ибо я – Бог новых начинаний. Я творю все новое в вашей жизни. Когда в вашу жизнь пытаются закрасться сомнения и страх, помните, что я дал вам дух не страха, но силы, любви и здравого рассудка. Через меня, любящего вас, вы более чем победитель. Ваша вера в меня – это мощное оружие против козней врага, и с ее помощью вы сможете сдвинуть горы и преодолеть любые препятствия. В предстоящие дни держите свое сердце открытым, чтобы принимать благословения и чудеса, которые я изливаю в вашу жизнь. Будьте сосудом моей любви и благодати, делитесь благой вестью о моем спасении с окружающими вас людьми. Ваш путь веры вдохновит других и приведет их к жизни с избытком, которую я предлагаю. Дитя мое, продолжая идти с верой и уповая на меня, знай, что я работаю за кулисами, организуя события для твоего блага. Твои молитвы не напрасны, и твои слезы не забыты. Я Бог, который слышит, видит и отвечает в свое идеальное время. Так что, возлюбленные мои, примите этот момент трансформации и обновления. Ваше будущее светло, и я буду с вами на каждом шагу. Не сводите с меня глаз, и вместе мы отправимся в жизнь, наполненную счастьем, целью и безграничной любовью, которую могу дать только я. Слушайте меня, не отдаляясь от меня. Вы не можете двигаться вперед, вы движетесь назад. Вам предстоит прожить еще много лет, и я хочу, чтобы вы прожили их в благословении и счастье. Я пришел, чтобы мягко поднять вас. Я говорю вам об этом и прошу еще раз, отдайте мне свое сердце и свои тяготы, и я дам вам свой вечный мир. Вы почувствуете внутри себя,
как сильно я люблю вас, и в моих руках вы всегда будете окружены заботой и защитой, вы и ваша семья. Вера в мою любовь – это все, чего я прошу от вас. Если вы искренне подойдете к дверям моего сердца, я всегда открою их. Ваши молитвы приветствуются, а ваши слова важны. Мой ответ придет в мое время и по моей воле. Смело верьте в то, что я могу совершить чудеса для вас и вашей семьи. Я лишь прошу вас доверять моим обещаниям. Говорите о них днем и ночью, вспоминайте их перед сном, мечтайте о них, не забывайте. Они – ваша сила, ваша основа, ваш меч и ваше дыхание. Найдите в них силы и верьте, что я помогу вам и обеспечу вас, когда борьба захлестнет вас. Не забывайте обо мне, ибо никто в этом мире не может освободить, поднять и поддержать вас так, как я. Бывают моменты, когда вы чувствуете себя одиноким, когда вам кажется, что никому нет до вас дела, но остановитесь и прислушайтесь ко мне в этот момент. Подумайте о том, как сильно я люблю вас и сколько раз я показывал вам это. В трудные времена вы получали чудеса, вы принимали их с радостью и обильно благодарили меня. Однако в жизненных ситуациях вы отдалялись, забывая о моем присутствии. Тем не менее, я по-прежнему люблю вас и продолжаю проявлять к вам свою любовь. Я никогда не устану это делать. Когда вы зовете меня, я слушаю. Своим прошением вы можете достичь моего святого престола на небесах. Мне приятно, когда вы говорите со мной, делитесь своими просьбами и омываете мои ноги благоуханием своих молитв. Уверяю вас, что я отвечу вам и дам вам даже больше, чем вы просите. Вы можете быть уверены, что моя любовь к вам никогда не закончится. Не сдавайтесь, не оставляйте своей борьбы, не отказывайтесь от всех своих усилий, планов и мечтаний. Вы долго боролись, дни и ночи страдали, потратили столько сил и времени, и теперь не должны сдаваться. Среди трудностей, с которыми вы столкнулись сегодня, если вы возьмете меня за руку, я дам вам силы продолжать. Но вы должны внимать моим словам, слушать мой призыв и следовать моим советам. Если вы будете игнорировать все это, то впадете в уныние и останетесь без сил. Враги могут расставить ловушки, а позорные нападки ненавидящих вас людей могут привести вас к падению, а я не хочу, чтобы это произошло. Вам нужна моя помощь, и я еще раз говорю вам, возьмите меня за руку, позвольте мне направлять вас в самые трудные минуты и вести вас по верному пути, когда наступит смутное время. Я желаю вам благополучия во всем и благословения. Всегда помните мои обещания, получайте великую силу, благословения и изобилие, ибо я избрал вас и не хочу вашего поражения. Мне не нравится видеть тебя разбитым или печальным, поэтому я снова здесь и говорю с тобой. Каждую минуту и секунду моя любовь с тобой. Я хочу наполнить вас, чтобы вы были уверены, что у вас есть Небесный Отец, который любит вас божественной и вечной любовью, а не земной и мимолетной. Сегодня не уходите отсюда, не получив и не почувствовав этих объятий. Вы будете плакать от радости, когда почувствуете, как сильно я люблю вас. Я дам тебе силу и мощь,
я наполню тебя великими дарами, чтобы ты мог процветать и побеждать своих врагов. Иди и поднимайся, не останавливайся, пока не достигнешь своей цели. Возьми меня за руку, не унывай и не останавливайся. Аминь. Скажите «Аминь», чтобы получить эти благословения. Сегодня, если наш контент вдохновляет вас, пожалуйста, оставьте свой положительный комментарий. Мы ценим вашу поддержку, если вы ставите лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.